Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» продюсер авторского кино, работающий с режиссером Адильханом Ержановым, Серик Абишев. Серик, спасибо, что пришел. Спасибо вам. Серик, совсем недавно вы закончили работу над проектом обучения Адемоки, проект, который поддержал Государственный центр поддержки национального кино. Данияр Алшинов появился снова в необычном образе. Адильхан предложил его необычную роль. Правда ли, что Данияру пришлось скинуть вес и перекрасить волосы, измениться до неузнаваемости ради этого проекта? Да, Данияр скинул 8 килограммов веса и обесцветил волосы, практически, скажем так, уничтожил. Свою красоту. Да, то есть это было такое решение сознательное. Мы не хотели, чтобы он повторялся, потому что он довольно часто снимается у Адильхана в разных амплуа, ни разу не хочет быть похожим на то, что было до, и поэтому как бы пришла очередь такого, скажем так, персонажа, нового абсолютно для Данияра, к нашему удивлению и восхищению. Это получилось. С легкостью ли согласился Данияр на такие кардинальные изменения? Адильхан постоянно менял свои решения, он думал, что этот герой будет стариком, но потом он изменил свое решение, он подумал, почему бы ему не быть, может быть, чуть моложе, но в то же время какие-то вот требования по сценарию, возможно, остались от взрослого человека. И получился такой интересный микс. А легко ли было найти девочку, которая попадет в образ Адемоки? Сколько отсмотрели претендентов? Было на самом деле сложно. Мы часто спорили по этому поводу. Потому что когда читаешь сценарий, ну, по крайней мере, я видел в своей голове совершенно другие образы. Но потом Адильхан всех убедил. Если мы, когда читаем обычный зритель, да, как зритель мы представляем, каким должно быть кино, мы представляем зачастую из тех образов, которые мы уже имеем. Мы смотрели другие фильмы, мы смотрели голливудские фильмы, зачастую, может быть, какие-то вот центральноазиатские фильмы. И у нас после прочтения складывается какой-то образ этого фильма. Но Адильхан, он понимает, что если он воплотит наш образ зрителя, как он есть, то получится посредственная работа. И поэтому он пытается предугадать, предвосхитить какие-то вот новые тенденции вообще и в сюжете, и в образах, в героях. Даже для вас является удивлением его необычный каждый раз ход мысли? Да, какие-то находки, какие-то, вот, например, с этим же персонажем, Ахабом, в Адемоке. Это вот персонаж Данияра? Персонаж Данияра, да, Алшинова. Мы уже видели этот образ в роли 60-летнего учителя, который скатился в низший образ существования, то есть из-за того, что у него там случилась какая-то трагедия в жизни. И мы уже себе так представляли, потому что и в сценарии так написано, и нам хочется так верить в эту историю, что именно так она будет правильной. Но в итоге Адильхан решил сделать как-то все по-другому, что вызывает в первую очередь какое-то сопротивление и, казалось бы, какое-то недоверие, да, истории, а почему так? Если говорить о бюджетах ваших фильмов с Адильханом, то это партизанское кино, снятое за не всегда большие бюджеты. Какой фильм с самым минимальным бюджетом вы снимали и у какого фильма сейчас на данный момент максимальный? Самый минимальный бюджет был $6000. Вот. Это был фильм «Чума в ауле Каратас». Оттуда и началась история с Каратасом? Нет, а вообще история с Каратасом началась еще с Академии Жургенева, где мы учились. Дипломная работа Адильхана называлась просто «Каратас». И потом вы начали цитировать Каратас, и это вылилось в целую вселенную, да? Да, потом как бы каждый поселок в любом сценарии мы как бы прописывали, что это Каратас. Максимальный бюджет, который тратили на производство, это наверняка крайние фильмы. Да, я думаю, да, это крайний фильм.
при поддержке ГЦПНК. Также, Серик, в твоей фильмографии есть не только авторское кино, есть подростковая комедия, популярная в Казахстане, называется «Каникулы оффлайн». Как ты считаешь, насколько перспективное и потенциально кассовое направление детского кино в Казахстане? Его снимают не так много сейчас. Да, «Каникулы оффлайн» такая вот успешная франшиза, можно сказать, казахстанская. Я рад, что имел возможность поработать на таком проекте. Это был большой опыт создания коммерческого кино. До этого я не работал на коммерческих проектах, мы работали вот только над авторскими проектами. Хороший фильм. А получилось. направление детского кино? Что касается направления детского кино, я думаю, у него должно быть будущее, и этот фильм доказал, что детское кино имеет право быть, и при этом оно может как бы вполне так зарабатывать. То есть для этого не нужны какие-то огромные субсидии государства, чтобы как бы поддерживать именно детское кино. Ну, а мы обязательно будем ждать, когда в казахстанский прокат выйдут картины «Обучение Адымоки» и «Он Багандар». Ну, а я напоминаю зрителям нашей программы, что сегодня с нами был продюсер авторского кино Серик Абишев. Серик, спасибо, что пришел. Спасибо.